Üçüncü звонок buldu, işittiniz-mi? Vıxıtlarınızda bulunuz, ezirtiriniz. Biriniz de bir kaya toralmıysa, sahne ortunda vıxıtınızı kütüp durasız. Zanıviz. Я вот однажды видел даже, вот две старухи сидят где-то. Одна говорит, значит, ой, так же не бывает, так же не бывает. А другая говорит, молчи, это же театр, это же театр. Gafuyt elbender, min sıramim, talep biten. Bana bırak, hay. Bir şey sıkıntı var. Иногда ведь бывает, он на сцене идет песня, я знаю, это аплодисмент актеру, признайте жизнь. Это аплодисмент художнику или композитору, или, скажем, этот аплодисмент заслужил режиссер. Ну, бывают моменты, заслуживает аплодисменты уже автор. Вот в это время у меня появляется чувство встать и всем сказать, товарищи, это же я написал. Такое, может быть, это только ребячество, что ли. Потому что около 700 человек, вот, скажем, в этом театре, слушают же. Если ты им скажешь глупость, это жутко. Первый раз я профессиональный театр здесь видел. Во-первых, для меня было целое открытие. Я же из деревни. И вдруг чудо все это. Я никак не думал, что судьба так свяжет меня с этим театром. Скажите, а чем вас привлекает спектакли Татарского академического театра? Ну, что это хороший спектакль, то что смешно, веселиться надо, что дома сидеть-то. А вы актеров знаете Татарского академического? А как же? Я же татарин. А только приехал из Баку. Скажите, понравилась вам постановка? Очень хороший. Этого театра мы смотрим уже сцену 4-й раз. И нам очень нравятся вот эти актеры. Шавкат Бектимиров очень хорошо сыграет роль. И этот старик из Эльдермыш, он, знаете, молодой, он своей душою. И очень хорошо сыграл. Прежде всего, мне хотелось показать, что наш зритель, он по природе театрален. Удивительно любит театр, представления любит. Вот сабантуи, где-то игры национальные, все где-то одно помогает. Во-вторых, где-то, по-моему, где-то и драматургия. Это основа театра, драматургия. Где-то в данном этапе у нас появились хорошие драматурги, молодые драматурги, которые пишут талантливо. Вот Туфан Миннуллин, особенно его многие произведения на нашей сцене. Новости культурной жизни. Сегодня в Казани состоялся торжественный митинг, посвященный открытию нового здания Татарского академического театра. Казанцы любят свой театр и гордятся им. Новоселье театра – большое событие в культурной жизни нашей республики. Марсель Хакимович, мы думали найти вас в новом здании, а вы все еще у себя в старом кабинете сидите. Что, трудно решиться на такой переезд? Все татарские корифеи работали здесь. Вот как-то это здание уже прокоптилось, пропотело потом наших корифеев, наших драматургов, наших выдающихся артистов. Вот иногда мне говорят, ну что ты волнуешься, переедешь в тот театр, вот ты же на гастролях бываешь, играешь спектакли в других городах, так же и переедешь. Но там мы играем готовый спектакль, но спектакль ведь создается где-то. И самое важное на театре это процесс создания, процесс репетиции. Мы в своем доме знаем каждую половицу, каждый гвоздь, где вбит. Мы здесь привыкли работать, привыкли создавать. Создавать надо совершенно в других условиях. Но прежде всего, там, значит, огромная сцена в 4 раза больше, чем это. Нам надо изменить свое сознание. Оно пока еще в рамках этого театра работает. Вот, например, это Зангаршаль, голубой шаль, да? Наизусть знают же все. Вот я наизусть знаю это уже, я уже не знаю, сколько раз смотрел, я не помню. Я опять иду.
Для меня это, например, не сюжет, не актерские игры, но для меня все равно это какое-то священное действие. Вот у татар, у башкир, скажем, пьесы там считают как литературу, как прозу считают. Вот тяга к игре, я не знаю, вот, у нас, например, вот Аяз Гилязов любит говорить, он говорит, вот даже такой, скажем, далекий от искусства человек из деревни приезжает, скажем, торговать мясом на базар. Он днем торгует, вечером все снимает, бреет, чистится, идет в театр. Это великое дело, если приезжает гость к кому-то, он обязательно ведет в театр. Ну, прежде всего, традиционно наш театр силен актерами. Он всегда был актерский театр. Где-то наш театр по традициям близок к малому театру. И не зря вот мы первую студию, значит, обучили там при малом театре. И сейчас у нас обучается группа, опять же, значит, при малом театре. Мы во главу угла ставим это прежде всего создание человеческого духа, как говорил Станиславский. Я считаю всегда удачный спектакль, где хорошо играют актеры. Когда раскрывается вдруг неожиданный характер, прекрасно, когда какой-то тип или какое-то явление в жизни, понимаешь. Вот когда это удается, значит, нащупать именно через актера, вот это всегда интересно. Демагогия bu türlüler! Demagogiya! Sen bu sözlerine yığışlarga çıkıp söyle, mıyık astından gına külüp tıngırlar. Ya indi, yeter indi cümlesi. Yilge neft gerek, bilayamaya, neft! Bugün gerek, küp gerek, bit gerek. Меня bu indi şundan da демагогия. Мы по праву считаемся одним из старейших национальных театров Союза. И вообще, значит, жить только своим интересом, не зная, что делается справа, не зная, что делается слева, не зная, что делает, предположим, ведущий русский театр, да и мировой театр, ну просто безумно отстанешь. У каждого театра есть чему поучиться. Кореев сразу понял одно, что надо учиться у русского театра, надо учиться у великой русской литературы, у великой школы МХАТа. И наши первые актеры, не имея театрального образования, учились, ездили, смотрели спектакли Московского художественного театра. Поэтому вот заложена сразу была реалистическая, гуманная, интернациональная школа русского театра. Вчера, значит, опять «Голубая шаль», значит, открыла наше новое здание. Мы в «Голубой шали» открывали крупнейшие наши гастроли в Ленинграде и в Москве. О «Голубой шали» очень много спорили на всесоюзных театральных конференциях. У каждого театра есть спектакли, с которыми связана вся жизнь, предположим, для МХАТа «Чайка», для Вахтанговского театра «Турандот». Куда бы мы ни приехали, нам всегда говорят: о, «Голубая шаль» приехала, «Голубая шаль». Спектакль посмотрю, я уже здоровая, мне врачей не надо. Люблю. Даже работать в министерстве, мне попасть в татарский театр. Ну а что вас привлекает все-таки? Нет, непосредственность. Театр у нас народный, ближе к народу, он реальный театр. Вот чем тянется и русский зритель. Каждый национальный театр имеет свое лицо. Говорят, вот чересчур увлекаетесь комедиями, хотя это неправильно. Я не считаю комедию, значит, таким низким жанром. Это высокое искусство, очень трудное искусство. Всегда легче поставить по правде какую-нибудь драму, чем сыграть по-настоящему комедию. И народ любит. Это в духе народа. Веселый народ, я считаю. Не грустный народ. Вчера вот мы показали, мелодрама она называется. Но ведь столько там юмора, столько, понимаете, иронии. И вообще, если возьмем искусство драматургии Тинчурина и Самбета, она брызжет юмором. Вот мы ведь много говорим перестройка, ускорение. Но вот конкретно это ощутить в событиях, в действиях пока еще никому не удалось. Где-то вот театр и драматургия подходит только к этому делу. А вот через человеческий характер, через развитие человеческого характера, через какие-то конкретные поступки, пока еще
такую пьесу ждем. Это не хватает всему советскому театру. По данным статистики, вот уже в течение 15 лет Татарский академический театр входит в число 10 наиболее посещаемых театров Российской Федерации. Сегодня в работе театра новая пьеса Аяза Гилязова «Три аршина земли». Приготовились, ведущие? Начинаем. Машинист, вы на месте? Саша? Начали? Занавес.